Прививки от ковида теперь могут получить и юные жители Ленска в возрасте от 12 до 18 лет. В Ленскую центральную районную больницу поступила первая партия вакцины «Спутник-М» или «Гамковид-Вак-М». По 60 доз первого и второго компонента. Вакцину детям ставят также в 2 этапа. Сегодня первую, через 21 день вторую дозу. Это пятикратный облегченный вариант спутника ВИ, который прививали взрослых людей, взрослых, да. Получается, вот эта концентрация этой вакцины вызывает хороший иммунный ответ. До 14 лет включительно мы приглашаем детей законным представителем, а старше 15 лет дети могут подойти самостоятельно с документами. Просим приносить с собой документы, это медицинский полис, паспорт или свидетельство о рождении и СНИЛС. Вакцинация добровольная и бесплатная. Она проходит в клинике матери и ребенка с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов с перерывом на обед. Сначала детей осматривает педиатр в кабинете номер 124. Врач проверяет частоту дыхания и сердечных сокращений, измеряет температуру. После вакцины в течение 30 минут ребенок должен находиться в поликлинике под присмотром медицинского персонала. Ощущения хорошие, страшно не было. Вакцинироваться, думаю, надо. Считаю, нужно. Сказали, надо, значит, надо. Первый, да, этап это был? Первый этап был, да. Ну, какие рекомендации дали врачи сейчас? Сказали много не двигаться. Все. Сказали, будет рука болеть первые дни. Также могут возникнуть ломота и слабость, подняться температура, как и при других прививках. Многие накануне каникул спешат привить своих детей, так как отправляются в отпуска или детские лагеря отдыха. Среди вакцинируемых много абитуриентов. Родители, которые привели детей на эту процедуру, считают, что в сегодняшних реалиях это так же необходимо, как прививка от гриппа. Осенью же получаем вакцинацию от гриппа. Так и будем, наверное, каждый год получать. Поэтому я считаю, что надо, чтобы не болели детки. Если человек, например, сейчас не болеет и получает прививку, тогда думаю, он легко переносит. За период пандемии в Ленском районе переболело 938 детей. Из них на стационарном лечении находилось 53, были госпитализированы в тяжелом состоянии в Якутск. Сейчас ситуация стабилизировалась, но единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией имеют место быть. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.